Уплата налогов, зимняя резина, обязательная маркировка товаров. Расскажем, как изменится жизнь россиян с сегодняшнего дня. Привит значит защищен. В регионе завершился сезон вакцинации от вирусных заболеваний. Восстановление сил и подготовка к турниру. Краснодарские спортсмены проходят сборы в Локи-Арымхи. На канале Ингушетия Новости 24. Здравствуйте. Сегодня первый день зимы. Помимо холодов, это время года несет с собой и новшества. Пени на неоплаченные налоги, сим-карты под колпаком, обязательная зимняя резина и маркировка товаров. Как изменится жизнь россиян с 1 декабря, расскажет Зелимхан Калоев. Заплати налоги. 2 декабря – последний день уплаты налогов за прошлый год. С 3 декабря на неоплаченные налоги начнутся начисления пени. На налоговые уведомления нанесены штрих и QR-коды для быстрой оплаты налогов через банковские терминалы и мобильные устройства. Также удобно платить через личный кабинет на сайте или в мобильном приложении ФНС Россия. Зимняя резина станет обязательной. С 1 декабря все автовладельцы должны поставить на машину зимнюю резину. Их наличие требует техрегламент о безопасности колесных транспортных средств. Эксплуатация машин без зимней резины в декабре, январе и феврале запрещается. Защита сим-карт. С 1 декабря аутентификация и идентификация абонентов сотовых сетей будет осуществляться при помощи криптографии. Пользователи услуг вряд ли заметят такие перемены, но специалисты разницу увидят, так как на симках будут нанесены не иностранные, а российские шифры. Ужесточается также наказание за нарушение при обороте 3 лекарственных препаратов – тропикамида, топентедола и пригабалина. Сейчас эти препараты, входящие в список жизненно важных лекарств, продаются строго по рецепту, однако они пользуются спросом у наркоманов. За незаконное распространение этих лекарств предусмотрены штрафы, но они не останавливают недобросовестных продавцов, поэтому сейчас за их незаконную продажу и хранение будет вводиться уголовная ответственность. С 1 декабря также вступает в силу приказ по тарифам на электроэнергию. Речь идет о предельных, минимальных и максимальных уровнях тарифов на электрическую энергию, поставляемую покупателям на розничных рынках. Маркировка товара. Будет расширен перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке. Сейчас в него входят алкоголь, сигареты и обувь. С 1 декабря в списке окажутся духи и туалетная вода, шины, кожаная одежда, постельное белье, фотоаппараты и другие товары. В будущем маркировка может коснуться всего, что производится в нашей стране. Зелимхан Калоев, Новости 24. Сегодня в стране отмечают Всероссийский день хоккея. Впервые этот праздник отметили 1 декабря 2007 года по инициативе президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка. В честь праздника под девизом «В хоккей играют настоящие мужчины» в хоккейной академии имени Фетисова в Магасе состоялся матч между юношескими и командами-ветеранами ночной лиги «Таргим». Слово Харону Аздоеву. Всероссийский день хоккея региональное представительство спортивной любительской организации «Ночная лига» решило устроить товарищеский матч между командами МВД Республики и пограничным управлением по Ингушетии. Всероссийский день хоккея отмечается в этом году уже в 12-й раз, унаследовав славные хоккейные традиции Советского Союза. Турнир между 2 юношескими командами и 3 сборными ночной лиги организован по инициативе Президиума Федерации хоккея Республики. Для игрока команды «Динамо» Артура Болотокова эта ледовая арена уже стала родной площадкой, и в этот значимый день для каждого фаната хоккея он выступает в основном составе. Как все хоккеисты России, мы тоже отмечаем этот праздник. Приехали с Кабардино-Балкарии и... сегодня обычно я играю за Ингушетию, но сегодня пришлось играть за МВД. У них игроков не хватало. Команда пограничников очень серьезная команда, они регулярно тренируются. Но и наши ребята неплохо играют. Сейчас начнется 3-й период. Мы выигрываем 8-5. Надеюсь, до конца матча все-таки выиграем. Традиция празднования Дня хоккея сложилась очень быстро, собирая на всех ледовых аренах России команды, начиная от любительских и дворовых до прославленных профессиональных клубов, для состязаний в товарищеских играх и показательных выступлениях. И эта традиция продолжает развиваться, привлекая миллионы зрителей по всей стране. Для чего они делают? Ну, во-первых, первое, выявить тех детей, взрослых людей, которые могут играть, в хоккей. Готовится команда. У нас в Ингушетии несколько уже детских команд. Ночная хоккейная лига. И на следующий год у нас план-график провести турниры, 5-6 турниров в год. То есть это серьезное мероприятие. Я хотел бы, чтобы
все больше и больше наших молодежи, ребят, дети приходили заниматься хоккеем. Такие условия, как в Ингушетии, у нас 2 ледовые арены. Таких условий нету ни в одной республике на Северном Кавказе. Проведение подобных показательных матчей – это еще один вклад в популяризацию хоккея и воспитание нового поколения молодых хоккеистов, которые будут одерживать очередные блестящие победы. Харон Аздоев, Магомед Белакеев, Новости 24. Юноармейский отряд «Магаз» принял участие в фестивале Всероссийской юноармейской лиги КВН. Большой праздник юмора прошел в Центральном академическом театре Российской армии в Москве. За звание самой веселой и находчивой команды боролись 23 детских коллектива из разных регионов страны. Победителем стала волгоградская команда. Ингушские юноармейцы стали единственными представителями Северного Кавказа. Кроме главной награды, призы вручили лучшим в 22 номинациях. Ингушская команда «Магаз» получила награду в номинации «Самая заводная команда». Сегодня Всемирный день борьбы со СПИДом. Вирусное заболевание считается мировой угрозой, а для тех, кто борется со смертельным синдромом, это важная дата. В рамках акции «Стоп ВИЧ-СПИД» профилактическая беседа врачей со студентами состоялась в стенах Ингушского госуниверситета. Хава Гагиева с подробностями. Что нужно знать, чтобы жить? Именно с этих слов начала свой доклад студентка медицинского факультета Фердос Барахоева. По ее мнению, тема борьбы со СПИДом и ВИЧ-инфекцией актуальна и в нашей республике. У нее есть одна цель – это донести до подрастающего поколения правильную и полную информацию о вирусе. По статистике в мире каждый день заражается 1 человек. Каждые 5 минут заражается 1 человек данным вирусом. Это очень быстрое прогрессирование, можно сказать, данного вируса. Общее представление о вирусе иммунодефицита человека, пути его передачи. И самый важный момент – то, что лекарств и прививок от данного вируса нету. Поэтому нужно ответственно и бережно относиться к своему здоровью, беречь себя. «Стоп ВИЧ-СПИД» – так называлась акция, которая была приурочена ко Дню борьбы со СПИДом в Ингушском государственном университете. Совместно с волонтерами-медиками студенты напоминают подрастающему поколению, что такое ВИЧ, о его основных правилах, как он передается и как нужно себя вести, чтобы никогда не столкнуться с этой проблемой. Для молодежи такие мероприятия – хороший повод серьезно задуматься о приоритетах жизни. В настоящее время распространение получила не только ВИЧ-СПИД-инфекция, а аптечная наркомания, то есть употребление лекарственных препаратов, которые предназначены для лечения различных заболеваний в качестве наркотических средств. И, к сожалению, это коснулось не только России, всего мира, но коснулось нашей любимой республики. Всероссийское движение «Волонтеры-медики» существует относительно недавно, и уже не первый год они организуют такого рода беседу. Все это совершается неравнодушными волонтерами, которые хотят получать навыки и опыт работы в сфере здравоохранения. А значимость подобного мероприятия они понимают не хуже других. Каждый год наше мероприятие, оно приобретает новые черты, мы что-то дополняем, чтобы лучше донести до населения, что действительно это вредно, в первую очередь для самого себя, что это не круто, что это абсолютно неинтересно и тем более пагубно и плохо для нашей маленькой республики. Убедиться в том, что ты не носитель ВИЧ-инфекции, можно прямо в здании университета. К псевдолабораторным столикам выстраиваются очереди. На почти мгновенный тест решились охотно. Процедура занимает не больше минуты. Это, по сути, обычный забор крови. Это мы хотим просто узнать, есть ли у людей ВИЧ или СПИД. Просто это анонимно все проходит. Там есть специальные такие стерильные бланки, скажем так. Они их выполняют, дают согласие, мы назначаем нумерацию. И уже вот там колбочки, которые они проводят после своей слизистой 2 раза, проводят штучку, ложат в колбочку, и уже по ним мы смотрим. Если 2 показывают, то есть 2 плюсика, то он заражен. Если 1 плюсик, то он уже чистый. О том, какое страшное заболевание СПИД, знает каждый, и каким последствиям может привести распространение этой болезни, все понимают. Однако для современной молодежи разговоры на эту тему непривычны. Встречаться с проблемой смертельного заболевания им не приходилось, но сегодня, благодаря мероприятию, они узнали для себя много нового. Нужно быть против всех наркотических средств, это во-первых, потому что это влечет за собой не только сам заражаешься, это не только заражение себя СПИДом, но и окружающих, что может очень опечалить тебя.
Большинство здорового населения планеты избегает общения с зараженным СПИДом, а те словно находятся в изоляции. Чтобы привлечь внимание общественности к проблемам этих больных, чтобы здоровый человек проникся пониманием и состраданием к ним, и было объявлено 1 декабря 1988 года Днем борьбы со СПИДом. Именно с этой болезнью, а не с людьми ею зараженными. Хава Гагиева, Адам Далаков, Новости 24. Мощный удар по 3 штаммам не оставляет шансов вирусам. В Ингушетии завершился сезон прививочной кампании. Привит значит защищен, утверждают врачи и советуют не заниматься самолечением в случае заболевания гриппом, простудой или ОРВИ. Советы специалистов на предстоящую зиму в сюжете нашего корреспондента. Каждый год Айшат Мурзабекова приходит в республиканскую поликлинику для того, чтобы сделать себе прививку. Женщина считает себя человеком закаленным, но от своевременной вакцинации никогда не отказывалась. По ее мнению, процесс должен проходить каждый, начиная от людей пожилого возраста, заканчивая малышами. Обязательно это вакцина. Если бы она обязательно не была бы, ее бы не применяли бы, я так думаю, не знаю. Есть, которые люди не уверены или как, я не знаю. Но лично я 100% уверен, что вакцину нужно применять. То если человек вакцину не принимает, он в год, я точно уверена, в год 3-4 раза он болеет, этот человек. По мнению врача, факторы, которые могут ослабить здоровье каждого организма, это морозные холода и пассивный образ жизни. Заболеванию, которое передается воздушным капельным путем, многие не придают должного значения. Тем не менее, оно очень опасно и может привести к серьезным осложнениям. Для профилактики острых вирусных инфекций должна проводиться вакцинация. Вакцинация вообще должна проводиться согласно национальному календарю прививок сентябрь-октябрь. Но если кто-то не успел пройти эту вакцинацию в сентябре или в октябре, пока не наступила в действительности вот эта эпидемия или вспышка этого гриппа или острых вирусных инфекций, желательно ее сделать. Во время уже заболевшему человеку нежелательно, не делается она. Гриппом может заразиться каждый. Некоторые группы людей имеют более высокий риск развития серьезного заболевания. По статистике Минздрава, частоту эпидемий замерить нельзя. За 2019 год уровень заболеваемости в целом по республике составил 180 случаев на 100 тысяч человек. На вопрос, почему люди не делают прививку, вторым по частоте ответа был таковым: они боятся заразиться чем-нибудь. Даже если они попадут в какую-то атмосферу, где находится большое количество вот этих больных или в действительности вирус, то даже если они заболеют, они переносят это в легкой форме. И она протекает более легче, чем основное заболевание гриппа, или ОРВИ, которое наблюдается у людей в этот сезон. Многие врачи советуют не заниматься самолечением и вовремя проходить обследование, а риск заболеть гриппом всегда существует. Нужно не забывать следить за изменениями состояния своего здоровья. Самое простое, что может сделать человек, чтобы обезопасить себя, это одеваться теплее и есть побольше овощей и фруктов, которые так богаты витаминами. А мнения по поводу вакцинации бытуют разное. Мне кажется, у людей существует такое мнение не очень позитивное о вакцинации, о прививках. Но мне кажется, что должны проходить какие-нибудь беседы в детских садах, в школах, которые бы убедили людей в значимости вакцинации. Я предпочитаю народную медицину. Лечусь сама, прививки я не делаю. В детстве всегда делала прививки, и детям делала свои прививки. Мне кажется, лучше прививать детей. И поэтому мои дети не болеют. Сейчас есть очень много таких интернет-слухов о том, что прививки делать нельзя, о том, что они некачественные. Я не знаю, верить этому или нет, но я все-таки считаю, что прививки делать нужно. Принято считать, что вакцинацию ввел в практику в 1796 году английский врач Эдуард Дженнер, который сделал первую прививку коровьей оспы 8-летнему мальчику Джеймсу Фипсу. Когда через 1,5 месяца Джеймс заразился натуральной оспой, ребенок не заболел. На сегодняшний день сезонная вакцина против гриппа используется более 50 лет. Вакцину получают миллионы людей, а ее безопасность была проверена временем. Хава Гагиева, Магомед Белакиев, Новости 24. Свежий горный воздух – лучшая мотивация. Плавание, велогонки и бег. А все вместе – триатлон или троеборье. 11 спортсменов из Краснодарского края проходят тренировочные сборы в Джауравском районе. Они восстанавливают силы после прошедших сезонных игр и готовятся к следующим в лечебно-оздоровительном комплексе Арымхи. Подробности в сюжете. Тренировка через 5 минут. Хорошо.
Уже с 6:30 утра строгий голос наставника пробуждает от крепкого сна юных троеборцев. Это не прихоть тренера, того требует распорядок дня. Алексей Цыпаев с раннего возраста сам профессионально занимался плаванием. Вскоре после этого близкая по его спортивным навыкам спортивная дисциплина заняла особое место в его жизни. По его словам, выступая на соревнованиях в разных городах и странах, юных триатлонистов сопровождают как взлеты, так и падения. На спартакиаде России ребята заняли второе место, уступив лишь команде Москвы. По определенным причинам. Где-то кто-то, может, не доработал, где-то кто-то схалтурил. Но ребята выложились. Для Краснодарского края это достойный результат. То есть второе место. Сейчас готовимся, также эти же ребята будут отбираться и представлять в следующем году. Будем пробовать занять верхнюю строчку пьедестала. В качестве тренировки добегали, смотрели, тоже бегали на водопад и туда наверх. Триатлон или по-другому троеборье – вид спорта, состоящий из 3 этапов – плавания, велогонки и бега. Если выделяют различные модификации триатлона, то этот вид является самым популярным и входит в олимпийскую программу. По словам Алексея, спортсменам необходима постоянная поддержка и строгий отцовский контроль. Постоянно приходится подсказывать на своем опыте, где лучше встать на линии перед стартом, как лучше проплыть, где что сделать. Также по дистанции велосипеда, триатлон проходит, езда проходит по кругу, в зависимости от дистанции. Если там стандартная олимпийская дистанция, это 40 километров велогонки, соответственно, круги там делятся где на 5, где на 8 километров. То есть, и ты практически постоянно видишь спортсмена, и он по кругу проезжает, мимо, и тоже где-то кричишь, подсказываешь, где уехать, отъехать, ускориться или еще что-то сделать. Виктория Ахмедшина родом из Башкирии. После переезда в Краснодар занималась плаванием более 6 лет, а с недавних пор стала покорять триатлон и демонстрирует все возможности скорого ее выступления на Олимпийских играх. В горах очень хорошо тренироваться, также бассейн тут есть. До бассейна тоже не просто поплавать. Сначала надо 1800 ступенек пройти. В Эстонии был первенство Европы. Там заняли в эстафете 4 место. В Австралии первенство мира было, в Португалии, в Польше. Среди 11 спортсменов наша съемочная группа не досчиталась одного. Диана Стрельчук после небольшой, но значительной для бегуна травмы проводит свое время здесь, в лечебно-оздоровительном комплексе, за чтением произведений Лермонтова. Я там ногу подвернула, из-за этого я утром не хожу. Сказали, пока отдыхать, на плавание хожу. И совмещаем пока. Неудивительно, что в наше время этот вид спорта завоевывает популярность среди молодежи, ведь это шанс для энергичного, развитого поколения продолжить свои увлечения уже на уровне олимпийской программы. В жизни Ильи Дубровина футбол занимает особое место, плюс страсть к велогонке, как итог – триатлон. Спустя какое-то время, год-два, уже собралась полноценная группа, собралось много людей, которые реально заинтересованы были. И, в общем, начали тренироваться уже как спортсмены, уже по всем видам. Открылся бассейн, начали полноценно бегать, потом нам доставили велосипеды, и мы уже начали на них ездить полноценно. И потом уже со временем начало все меньше и меньше людей быть, и уже сформировалась такая полноценная команда. Тут чистый воздух вообще. Кажется, вроде сейчас переакклиматизация, будет тяжело дышать. Нет, приезжаешь, тут свободно занимаешься. Красиво, хорошо и бегать по горам. Горная Ингушетия будто тоже вносит свой вклад в программу тренировок. Как рассказал тренер юниоров, зачастую место проведения соревнований становится настоящим испытанием для спортсменов из-за климатических условий. Теперь же все иначе. Извилистые тропы и горные подъемы закаляют и одновременно вдохновляют троеборцев на новые победы. Тамара Хшагульгова, Адам Мережков, Магомед Белакиев, Новости 24. С 3 по 7 декабря во Дворце спорта «Магаз» пройдут всероссийские соревнования по боксу среди взрослых памяти первого героя России, генерал-майора авиации Суламбека Асканова. Ингушетию на турнире представят порядка 25 спортсменов. Участники, занявшие призовые места в каждой весовой категории, будут награждены дипломами и денежными призами. Церемония открытия соревнований состоится 3 декабря. В них примут участие порядка 100 боксеров из СКФО и ряда субъектов страны.
А теперь о региональном футболе. Нестеровская ночная лига стала центром притяжения спортсменов со всего региона. Там проходят любительские турниры по мини-футболу. Старт играм дан лишь в феврале текущего года, но уже отмечается высокий наплыв футболистов, как профессионалов, так и любителей. На закрытии третьего сезона игр на Кубок Нестеровской ночной лиги побывала наша съемочная группа. С мнением, что футбол – игра непредсказуемая, никто не спорит. Оформить дубль или даже хет-трик иногда удается даже не самому профессиональному футболисту. Игрок футбольного клуба «Элита» Ахмед Беков играет в футбол с 7 лет. Он, как и Ислам Латыров, старается не пропускать матчи своих команд. В футболе я вообще давно играю. С детства, можно сказать. С 7 лет. Со школы играю, да. Ты работаешь, учишься? Да. Днем работаю, вечером играю. Как бы совмещаю работу с игрой. А мы в этом году только заявились, первый сезон у нас. Нам нравится. Да, первый тайм закончился, вот вышел поговорить. Ну, вот как ты провел, по твоему мнению, лично? Неплохо сыграли. 3-1 ведем, нормально все вроде. Любительский турнир. Организация на высшем уровне. Довольны, рады, играем. Ночная лига – это прежде всего такой формат игры, который позволяет любителям мини-футбола в свободное от работы или учебы время полностью посвятить себя любимому занятию. В ней 21 команда почти со всех населенных пунктов республики ведут бескомпромиссную борьбу за выход в первые и высшие дивизионы. По словам Муслима Ермолаева, каждая команда так и горит желанием возглавить список турнирной таблицы. На сайте у нас вся информация, статистика игроков, голы, ассисты, карточки, наказания, дисквалификации, все. Вот таблица высшего дивизиона, таблица первого дивизиона. Высшим у нас пока Нестер Сити лидирует. Последний матч у них был еще на тех выходных. На этих выходных у нас уже окончательно выявится чемпион высшего, на следующих уже чемпион первого дивизиона. Примечательно, что история так называемого футбола в залах берет свое начало из солнечной Бразилии. На чемпионате мира по футболу в Швеции 1958 года один из руководителей сборной Австрии Йозеф Аргауэр наблюдал за тренировкой бразильцев в зале. Австрийца впечатлило увиденное, и вскоре он организовал пару футбольных матчей у себя на родине. Так новый вид спорта проник в Голландию, Испанию и Италию. А теперь на фоне многочисленных спортивных достижений Ингушетии мини-футбол уже успел стать частью спортивной культуры для молодежи, среди которой и есть и свои звезды. Очень хороший защитник. Мы даже думаем, что он будет лучшим защитником. Это защитник Нестер Сити, Салтыгов, Якуб. Много тут таких есть. Сдой Велес очень хороший вратарь. Их даже времени не хватит перечислять. Энтузиазму ребят можно только позавидовать. Несмотря на морозную свежесть, под ярким светом прожекторов спортсмены на поле с искусственным покрытием создают атмосферу, не уступающую настоящим чемпионатам по футболу. Как отмечает организатор турнира Ахмед Галаев, с каждым сезоном число желающих вступить в ночную лигу только растет. Икажева, Кантышева, Яндери, Сумжа, Нестеровская, много ребят, более 350 участников этого чемпионата. Такой вот турнир мы проводим. Мы даже многим отказываем, потому что у нас условия не позволяют. Площадка одна, команд много. В данное время 21 команда. Желающих бывает до 50 команд, даже из соседних республик. Просто мы физически не можем. Такое времяпрепровождение молодых людей местных жителей только радует. По словам Магомеда Катиева, спорт в среде молодежи всегда играл особую воспитательную роль, укрепляя не только тело, но и дух. Здесь много молодых людей. Я смотрю, они все собрались сегодня. Обычно, когда они собираются, здесь развернуться негде. И я сам часто прихожу сюда посмотреть. Днем награждения победителей и вручения заветного Кубка Нестеровской ночной лиги станет 13 декабря. Ну а дальнейшие турниры по мини-футболу зимнего сезона обещают выявить своих фаворитов. А пока ФК Нестер Сити прочно закрепил себя в верхушке турнирной таблицы. Идрис Ижиев, Адам Мережков, Джамалел Тавасханов, Новости 24. Наш выпуск на этом завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.